У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Прыдарожны сервіс – першае, з чым сутыкаюцца прыезджыя ў нашу краіну. У гэтыя дні Беларусь прымае другія еўрапейскія гульні і вандроўнікаў з-за мяжы ў рэспубліцы значна больш звычайнага. Як развіваецца прыдарожны сервіс у Віцебскай вобласці, якія паслугі прапануюцца падарожнікам і ці адпавядаюць яны еўрапейскаму ўзроўню. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. У рэспубліцы прынята і ажыццяўляецца праграма развіцця прыдарожнага сервісу, разлічаная да 2020 года. Віцебская вобласць у ліку тых, хто паспяхова працуе над рэалізацыяй гэтай праграмы. Больш за 2,5 сотні аб'ектаў прыдарожнага сервісу працуюць сёння на магістралях, што пралягаюць праз тэрыторыю Прыдзьвінскага краю. На сегодняшний момент в Витебской области 251 объект придорожного сервиса. Из них 68 – это заправочные станции, 98 – это объекты питания, 15 пунктов постоя, 40 торговых объектов, 4 автомойки и 4 пункта автосервиса. Лучше всего, если объект имеет первый уровень. Первый уровень – это заправочная станция, объект питания, тот же самый технический пункт обслуживания и так далее. Такие объекты у нас, конечно, на самых крупных трассах. Это М1, основная наша магистраль, М3, М8. Вот на таких направлениях это самые крупные, самые серьезные пункты. У нас есть генеральная схема размещения объектов придорожного сервиса, и Витебская область, в принципе, она вкладывается в эту схему. Например, автозаправочные станции должны располагаться на расстоянии 30-50 километров. У нас крайняя цифра, конечно, 50, но, в принципе, мы ее выполняем. По колькасці прыдарожных кафе наша вобласць адна з першых у рэспубліцы. За последние только 3 года в области введено в действие 28 объектов общественного питания придорожного сервиса. Открытие новых кафе позволило обеспечить выполнение норматива размещения объектов на республиканских трассах. И сегодня среднее расстояние между ними составляет 30 километров при рекомендуемом от 30 до 40. По количеству объектов общественного питания придорожного сервиса Витебская область занимает 2-е место после Минской. Основными операторами, которые оказывают услуги питания у нас в области, являются предприятия концерна «Белнефтехим» и Витебского облпотребсоюза, на долю которых приходится треть всех объектов, функционирующих на дорогах. В целях улучшения качества предоставляемых услуг и максимального приближения их к европейскому уровню в объектах общественного питания дополнительно оказывается порядка 10 видов дополнительных услуг. То есть это и предварительное бронирование мест на определенное время, и проведение различного рода мероприятий, комплектование дорожных наборов, реализация сувенирной и печатной продукции, в том числе туристической направленности. Все объекты общественного питания у нас оснащены платежными терминалами, и это позволяет беспрепятственно рассчитаться банковской платежной карточкой. Имеется меню на 2 языках. В целях популяризации национальных традиций в меню включены блюда белорусской национальной кухни. На объектах, которые у нас расположены при автозаправочных станциях, получили распространение такие виды, как кафетерии самообслуживания, в которых широко используются изделия блюда глубокой заморозки собственного производства и приготовление горячих напитков с использованием кофейных автоматов. Падобнае невялікае кафе размясцілася ва ўтульным месцы на скрыжаванні дарог з Лепеля на Полацк і з Ушачаў на Бешанковіча. Проведена модернизация данного объекта. Под брендбуком Белкопсоюза создан объект «Еда энд кофе», который на базе кафетерия «Сподорожник». Ассортимент горячих напитков, кулинарных, кондитерских изделий, изделий шоковой заморозки, потому что нет кухни, объект работает без кухни. Также десерты, торты замороженные сегментами, можно кусочек взять этого торта, или пироги разные всевозможные. В данный момент широкий ассортимент продукции с свежими ягодами. Всего лишь 2 работника в штате состоят. Среднемесячный оборот это около 12 тысяч, объект работает рентабельно. У цэлым праз Ушатчыну не пралягаюць ажыўленыя магістралі, таму і аб'ектаў прыдарожнага сервісу на тэрыторыі раёна мала. На территории нашего района находится 4 объекта придорожного сервиса. Это 2 автозаправочных станции и 2 объекта общественного питания. Возле одного из них мы сейчас находимся. Данный объект принадлежит нашему Ушачскому райпо. Очень хорошее расположение, он находится на перекрестке 2 трасс. Рядышком здесь автозаправочная станция. Посетители, которые приезжают, могут заправиться, у нас вкусно поесть. В дальнейшей перспективе
У нас дорога республиканская Р-46 вошла в республиканскую программу «Дороги Республики Беларусь», которая уже в этом году начато изготовление проекта. В 2021 году уже будет начинаться реконструкция дороги. Она приобретет совершенно другой вид. И здесь будет кольцевая. Конечно, мы рады будем видеть представителей частного бизнеса и какой-то объект, я думаю, что мы еще откроем. У нас неиспользуемых объектов всего 138 на территории района. Но это, конечно, объекты в основном сельскохозяйственного назначения. 9 объектов отдела образования школы, которые уже попроходили школы практически все аукционы, и за одну базовую величину их можно продать. Мы ждем инвесторов, мы рады с ними работать. На ўнутраных міжраённых трасах аб'ектаў прыдарожнага сервісу няшмат, што заканамерна. Менш наведвальнікаў, менш прыбытку, складаней вярнуць укладзеныя сродкі. Там не совсем достаточно объектов придорожного сервиса, но мы над этим работаем вместе с райисполкомами. На каждом сайте райисполкома и на сайте облсполкома расположена информация о возможных местах размещения придорожного сервиса. Она в открытом доступе, любой инвестор может прийти и построить какой-то объект. Придорожный сервис вообще, конечно, это перспективная отрасль деятельности, на мой взгляд. И мы работаем постоянно с инвесторами для того, чтобы сделать более комплексные объекты. И всегда в рамках инвестиционных форумов, которые проходят в Витебской области или где-то на другом уровне, мы всегда презентуем эти места, презентуем возможности. Постоянно, в общем-то, каждый год мы прирастаем. Не в большом количестве, но прирастаем. Инвестор идет, но он взвешивает, конечно, все возможности. Он хочет заработать на этом объекте. И, наверное, уже, можно сказать, наиболее самые выгодные точки расположения, они заняты. Он идет, открываются небольшие объекты питания, те же самые. В принципе, Беларусьнефть или вот Татнефть строит заправки. Идет, сеть развивается. Алена і Эдуард Камлюкі распачалі свой спачатку невялікі сямейны бізнес амаль 20 год таму. Усё пачыналася з маленькага прыдарожнага кафе на трасе М1 у Талачынскім раёне. Идея возникла у нас спонтанно, мы просто ездили по трассе, был свой автомобиль, мы часто ездили в Россию, у нас там родственники живут, и как-то останавливались в кафе. На территории России были придорожное кафе, а в Беларуси еще этого не было. И нам приглянулся маленький домик, который находился буквально от этого здания 200 метров. Нам захотелось все-таки сделать маленький семейный бизнес. Маленькое кафе, в национальных традициях, белорусская кухня. Интерьер был абсолютно белорусский, деревянные столы, стулья. Оно было маленькое. Это было в 2000 году. В 2004 году мы решили немножечко расшириться уже. Значит, мы начали увеличивать свою площадь стоянки. И вот на этом месте, которое сейчас мы находимся в этом кафе, здесь мы уже начали строить новое здание кафе. Сначала мы построили тоже небольшое здание, а впоследствии уже добавили вот этот зал. Мы рассчитывали на туристические автобусы, которые шли трансфером в Москву. У нас хватало сил обслужить 40 человек автобус. Но пришло время, когда поток автобусов закончился, туристические фирмы перешли больше на сторону Киева ездить, поэтому этот зал немножко стал пустовать. И, мы решили, что его можно использовать как банкетный вариант. Люди стали заказывать банкеты, свадьбы, им нравилось такое семейные маленькие торжества до 50 человек. Бизнес шел неплохо, появлялись лишние деньги, мы решили начать строить гостиницу. Настал кризис немножко, и гостиница 50% построена. На сегодняшний день не хватает средств ее достроить. Но потихонечку все равно какое-то движение у нас есть. А основная проблема
удаленность нашего кафе. Это трасса, это деревня. В деревнях молодежи остается мало, поэтому проблема с работниками. Удаленность, ездить очень тяжело людям. Вот, больше стараются все оставаться в городах. Мы не опускаем руки, находим и молодых специалистов, и на практику берем. Раньше у нас работало до 12 человек. Раньше поток людей был очень большой. На сегодняшний день работает 4 человека у нас. Ну, это нормальный повар, официант, кухонный рабочий. У каждого свой график работы, у каждого свой оплачиваемый отпуск, есть премиальные поощрения. Ну, на сегодняшний день сталкивается с какими проблемами? Ну, когда большой был раньше поток, в принципе, как бы налоги, электроэнергия, водоснабжение, это как бы было не очень так как бы затратно. На сегодняшний день затратную часть как бы электроэнергия идет у нас, потому что электрические там плиты, приготовление. Вот очень дорогой тариф для нас. Почему-то для агроусадьбы там у них тариф совершенно другой. А придорожный сервис как производство. Ну, мы как бы маленькое производство получается. Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Віцебск-Аўтадар» не толькі ўтрымлівае ў належным стане галоўныя магістралі, што пралягаюць праз нашу вобласць, але і адказваюць за стан больш як 8 дзясяткаў пляцовак для адпачынку падарожнікаў, 120 аўтастаянак і каля 2000 прыпынкаў грамадскага транспарту. Летний период – это окашивание территорий, весенний, осенний период – посадка насаждений в районе вот всех объектов. Выполняются работы по ремонту остановочных посадочных площадок. Круглогодично, значит, мы убираем и вывозим мусор и посторонние предметы с этих площадок, ну и со всех наших дорог. Существуют проблемы по замусориванию мест отдыха, даже и автобусных остановок. Очень часто вот, самая главная проблема то, что из дачных кооперативов вывозят мусор просто вот частные лица и выбрасывают рядом с этим контейнером или с мусоросборником, который стоит для тех людей, которые должны ждать транспорта маршрутного на автобусных остановках. Иногда это даже крупногабаритные такие предметы типа холодильника. И нам приходится это убирать. Мы это убираем постоянно. И в ходе патрулирования мы патрулируем дороги вот такого уровня, как магистральная дорога, на которой мы находимся сейчас, М3 Минск-Витебск. Мы патрулируем ежедневно. И то есть люди, которые при патрулировании видят какие-то там посторонние предметы, либо мусор, всегда это убирают. Аб'екты прыдарожнага сервісу грунтоўна рыхтаваліся да прыёму гасцей, якія завітаюць на другія еўрапейскія гульні. З боку мясцовых уладаў таксама праводзіліся маніторынгі стану такіх аб'ектаў, каб своечасова выправіць магчымыя недахопы. Комиссионно еще весной было все обследовано. Совместно с санстанцией, с торговлей, с другими как бы заинтересованными. И определенные предписания, рекомендации были выданы. Мы потом повторно проверяли, смотрели, особенно расположение сувениров со вторыми европейскими играми. Они сейчас расположены на всех объектах, то есть любой проезжающий он может, пожалуйста, купить любой сувенир с лесиком и что-то еще. Падчас маніторынгаў асаблівая ўвага аб'ектам харчавання. Начиная с апреля месяца текущего года нами в рамках мониторинга обследовано порядка 70 объектов торговли и общественного питания, которые располагаются на основных магистральных дорогах области. Но, к сожалению, должна сказать, что не все из них отвечают предъявляемым требованиям, и вот нами были установлены факты нарушения правил торговли, общественного питания, несоблюдения ассортиментных перечней, санитарных норм и правил. И вот за такого рода нарушения за 2 месяца мы выдали 29 рекомендаций об их устранении. Па словах нашых субяседнікаў, зараз час працаваць не столькі над павелічэннем колькасці кропак прыдарожнага сервісу, а над паляпшэннем якасці дзейнасці ўжо існуючых. Тычыцца гэта і аб'ектаў харчавання. Количество их уже сегодня не актуально для Витебской области. Главным остается вопрос качества предоставляемых услуг.
И в этой связи для нас актуально развитие так называемых комплексных объектов, которые бы включали в себя автозаправочные станции, объекты общественного питания, торговли, стоянки, а также оказывали дополнительные услуги, такие как мойка автотранспортных средств, ремонт, ну и прочее. Открытие в этих объектов общественного питания наши объекты должны быть высокотехнологичными, чтобы позволить обеспечить всем посетителям полноценное горячее питание, которое включает преимущественно в себя блюда белорусской национальной кухни. К концу 2020 года в области планируется открыть еще 5 современных объектов общественного питания. Основная проблема, наверное, это качество сервиса. И это совместная работа нас, области, местной власти, ну и того же владельца сервиса. Человек должен остаться доволен той услугой, которую ему оказали. Это должно быть определенное меню, и определенные условия, и чистота. Это наша совместная работа. Ці задаволены вы прыдарожным сервисом у Витебской области? Такое пытанне на гэты раз мы размясцілі на сайте тэлерадыёкампаніі Витебск по адрасе vtv.by. Якія адказы выбралі рэспандэнты, вы зараз бачыце на экранах. На сайте можна таксама знайсці тэмы наступных выпускаў нашай перадачы. А на электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў па іх. Сюды ж дасылайце і пытанні службовым асобам па той ці іншай праблематыцы. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!